Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Наша республика – это как раз тот самый регион, в котором кинопроизводство развивается опережающими темпами. В республике идет работа по превращению якутского кино из феномена в полноценную индустрию. Так, в мастер-план города Якутска включен кинопавильон полного цикла, который станет самым большим за Уралом, наверное, единственным вообще за Уралом кинопавильоном полного цикла. Да и кроме того, якутскими специалистами разработана уникальная технология экстрасинема, которая направлена на импортозамещение дорогостоящего западного оборудования, и этот опыт перенимают даже теперь в Индии. Помимо этого, летом в республике проходит международный кинофестиваль. И вот 8-й по счету Якутский международный кинофестиваль, который состоится с 4 по 8 июля 2025 года, обещает стать ярким событием, способным объединить людей вокруг общечеловеческих ценностей и идеалов. Сегодня о нем пойдет речь с моим гостем Алексеем Егоровым, директором Сахафильма и главным организатором кинофестиваля. Правильно я понимаю? Да. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Кинофестиваль с какой периодичностью все-таки проводится? Потому что он был каждый год, потом был большой перерыв, теперь вот опять ежегодно будет. Ну, смотрите, первый фестиваль он был проведен в 2011 году, но это был, но не назвался тогда еще Якутским международным кинофестивалем, это был фестиваль кино Арктики. Вот, а Якутским международным же кинофестивалем он стал в 2013 году. Это первый раз, когда провели. Вот, и с тех пор он шел ежегодно. Это для нас, для кинематографистов, это был особенный праздник. Он и является до сих пор особенным праздником. И вообще надо, наверное, отметить то, что во многом благодаря именно этому масштабному мероприятию, фестивалю, якутское кино вступила, как говорится, где-то в 2015 году на второй этап своего развития. Да? То есть у нас появились множество знакомств, у нас появились какие-то возможности проявить себя не только внутри нашей республики, а и ее за пределами. Да? И у нас началась такая очень хорошая, успешная фестивальная история где-то вот 2012-2013 года. Да? И у якутских фильмов имеется в виду? Именно якутские фильмы, чтобы выходили за рамки наших границ республиканских. Вот. И в целом фестиваль – это один из именно тех мероприятий, которые, ну, образно говоря, открыли двери, да, для большого мира. Вот. И он шел, значит, до 2020 года. В 2020 году из-за пандемии, получается, он был крайний раз. Да? И потом был большой перерыв. Причем в онлайн-формате? Причем в онлайн-формате, да, потому что, ну, ковид. Все закрыто было? Все закрыто там и так далее. Вот, и поэтому был перерыв до 2024 года. И в 2024 году, вот в прошлом году, в рамках тоже, наверное, самого огромного мероприятия «Дети Азии», в рамках, значит, форума «Желанный берег», арктического форума «Желанный берег», возобновили этот фестиваль. Инициатором возобновления, да, кинозрителей. Да, это Андрей Савич Борисов. Вот, естественно, Министерство культуры в лице нашего министра Ноева Афанасия Ивановича. Ну и, конечно же, оператором, главным, как говорится, двигателем всего этого выступил Сахафильм. И, конечно, мы этому событию были очень рады. Это, знаете, это большой праздник, это большие возможности. Вот это очень волнительный момент. И с прошлого года, получается, мы возобновили этот фестиваль. И в этом году, благодаря поддержке нашей Министерства культуры, помимо этого, благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Но, кстати, в первый раз, насколько я понимаю, получили прямо вот... Слушайте, первый не первый. По-моему, когда-то в каком-то, я просто не в курсе, но я слышал, то, что была в каком-то фестивале из этих 8 участия именно Министерства культуры Российской Федерации, поддержки финансовой. Но в этом году она есть. Мы выступили
в конкурсе, который проводит департамент кино при Министерстве культуры. И нам удалось выиграть в этом конкурсе и получить финансирование с Министерства культуры Российской Федерации, что это- не может не радовать. Да, конечно, это естественно. очень правильно. И якутские фильмы должны тоже участвовать в этих конкурсах, получать федеральное. Ну, и это, естественно, благодаря тому, что, да, они уже наслышаны о нашем якутском кино. Как бы никто не удивляется, если мы говорим про якутское кино. Министерство культуры там все об этом знают и с удовольствием поддержали этот проект, чему мы безмерно, естественно, благодарны. Вот. И в этом году мы его проводим в 8-й раз. 8-й раз. Очень волнуемся, времени осталось мало, готовность как бы идет полным ходом, стреляем из всех пушек, как говорится. Вот. Ну и начинаем рассказывать вообще пиар самого фестиваля, то есть говорить о нем мы начинаем буквально с сегодняшнего дня. Ну, для вот, наших- вот, вот это самый первый эфир, когда мы о нем говорим смело, что он будет. Да, И приглашаем. И приглашаем, естественно, всех наших гостей, любителей кино. А наша республика именно отличается тем, то, что именно благодаря нашим зрителям вообще в нашем регионе так развивается кинематография. Приглашаем вас принять участие, посетить фестивальные фильмы, специальную программу кинофестиваля. А где Да. это все будет? В Лене традиционно? И в этом году задействованы еще и другие В этом кинотеатры? задействованы еще и другие кинотеатры. Мы работаем и показывать будем фильмы еще и в Синема-центре, и в Центральном кинотеатре. То есть, ну, во всех- Наши коллеги, да, во с всех удовольствием трех нас основных. поддержали. Спасибо вам большое, потому что, ну, это праздник для всех, вот, и очень приятно, когда вот так вот с удовольствием люди отзываются и поддерживают фестиваль. Но будет конкурсная программа, внеконкурсная программа. Естественно, будет конкурсная программа. У нас очень широкая география наших фильмов, которые принимают участие. Принимают участие фильмы из Америки, Непала, Италии, Франции, Ирана, Монголии, вот, Китая, да, из Белоруссии. Вот. Поэтому это вот такое мероприятие достаточно То есть не только, интересное, очень не интересное. только якутское кино, но и в якутском Ну и, конечно, кинофестивале якутское участвует, кино да, тоже. Ну, потому-то он и международный. получается. Да. Выступят еще фильмы, российских будет фильмов 2. Это наш якутский проект. Какой? Якутский проект «Яхасибек Киберяридин». Режиссер Василий Слепцов. Вот. И бурятский один проект примет участие. Вот. И все остальные будут вот международные, вот эти вот, да, иностранные фильмы. Вот. Программным директором у нас выступает Егор Москвитин. Работает Егор Москвитин. Мы с ним работаем уже не первый год. В прошлом году тоже с ним работали. Ага, расскажите о нем немножко, кто это. Слушайте, это очень интересный человек. Это киновед, это вообще фанат кино в целом. Он работает программным директором, кстати, не только в нашем фестивале, но и в других кинофестивалях. Его знают Ну, в этой международной киношной да, тусовке, международной так киношной скажем. тусовке, там, да, такая известная, достаточно такая очень популярная личность внутри кинематографистов. Ага, широко известный в узких кругах. В узких кругах, да. Кстати, он в Москве организовывает киноквизы, то есть специальные какие-то мероприятия вокруг кино там и так далее. И вот помогает нам, работает у нас программным директором. Кстати, программа у нас в этом году она будет отличаться. Вот. Егор Чем? Москвитин, вообще, знаете, он такой, он большой профессионал своего дела. И мы, прежде чем как начать отбор фильмов, прежде чем как начать всю эту работу, мы с ним очень много разговариваем на тему, а что мы хотим вообще сказать этим, да? Вот для чего будет посвящен наш кинофестиваль, какая будет концепция фильмов, которые мы показываем, не только конкурсная программа, но и вообще Ну, и внеконкурсные и показы тоже. спецпрограммы там, и образовательная программа. Вот. И в этом году она будет посвящена вообще гармоничному существованию человечества и окружающего мира вообще в целом. То есть связь человека с природой. Ну, это прям наша такая тема. И нам кажется, это очень актуально сейчас на самом Да. деле. Все-таки не забывать то, что мы являемся детьми природы, вот, и не забывать про нашу вот эту вот связь, которую нельзя
обрубить связь с природой, с матушкой. И вот это вот идентичность вообще нашей национальной культуры, духовности. Вот такая концепция будет у нас в этом фестивале. Очень интересные фильмы подобрали. Наверное, будет очень интересно, поэтому приглашаем всех посмотреть. Вот. В качестве жюри у нас выступят тоже различные эксперты кино из Грузии, значит, из Малайзии, из Москвы, естественно. А с нашей стороны, якутской, в этом году выступит членом жюри Якутского международного кинофестиваля Иван Семенов. Оператор. Это оператор, да. Вот в прошлом году с нашей стороны выступал в качестве члена жюри Семен Аманатов, вот, а в этом году Иван Семенов. Вот так. И какая роль Сергея Анашкина? Вот, я знаю, что он тоже Сергей Анашкин, слушайте. Старый фанат якутского кино. Знаете, Сергей Анашкин, он вообще был одним из идейных вдохновителей, Самого первого фестиваля. Я помню, да. Который, Я поэтому про него и проводился спросила. здесь. И поэтому мы с радостью, даже это был первый человек, кто пришел в голову, кого надо звать сюда. Вот. И мы очень рады, что он согласился. Вот. И как раз-таки вот он у нас будет здесь, будет принимать участие и в образовательной, и в деловой программе. Мы очень рады, что он с нами в этом, знаете, знаменательном 8-м международном кинофестивале. Вообще цифра 8, она это очень хорошая цифра. Немножко знаешь, про образовательную программу можно? Цифра бесконечная. Потому что я-то помню, что я с Анашкиным познакомилась, когда он проводил тут что-то типа курсов по театральной критике. Вот. И у нас, в общем, нету, по сути, театральной, кинокритики. Вот. То есть что-то в этом направлении будет, нет? Да, будет. В основном мы очень хотим, чтобы наши ребята, вообще, чтобы наши кинематографисты именно узнали побольше той части, именно того опыта по продвижению нашего кино вообще за пределами нашей республики. Знаете, это очень важно. И вообще поделиться опытом этим, что же нужно делать и как нужно, возможно, какие фильмы нужно снимать, чтобы успешно их продвигать за пределами. Ну и, естественно, другие направления в качестве сценарной работы и вообще операторской, это все будет. Но упор все-таки хотим сделать именно на эту часть, потому что, вы знаете, мы же определенно... Вот вы правильно сказали перед тем, как мы начали нашу беседу, именно в плане того, что мы находимся на таком этапе своего развития, да, когда вот наше кино собирается стать киноиндустрией. То есть это уже не любительское кино, да, то есть это уже этап, когда мы должны выходить за пределами наших границ. Это когда мы должны стать реальной третьей столицей в нашей стране по кино. И мы к этому идем. И мы должны сделать очень много усилий для того, чтобы о нашем кино за пределами нашей республики заговорили не только эксперты кино, не только те люди, которые как-то связаны с кинематографией. Или которые увлекаются артхаусом. Да, о том, чтобы о якутском кино узнали простые люди. Широкие зрители. Широкая масса, то есть народ. То есть найти своего зрителя именно в широкой массе, не только нашей страны, а вообще и всего мира, это является, наверное, ключевой сейчас задачей, над которой мы все работаем, думаем. И есть определенные идеи, которые мы будем делать. Тем более наш глава Айсен Сергеевич, он же издал указ о развитии вообще креативных индустрий. И кино там является одним из важнейших направлений в креативной индустрии, креативной экономике. И до 30-го года у нас есть планы, которые мы должны достичь. И без выхода на большой рынок сделать это будет очень сложно. Поэтому и мы понимаем это. Но никто не говорит о том, что... Вот, знаешь, иногда бывают такие вопросы. Да, вы говорите о выходе там в Россию там, и так далее, но тогда, возможно, вы превратитесь вообще... истратите, забудете именно
именно ценности именно якутского кино, да, превратить в какое-то большое, полномасштабное, где будут принимать участие только звезды там, нашей страны там, и так далее. Но нет. Мы ни в коем случае не должны утратить то, чего мы добились. Ни в коем случае не должны утратить то, что мы только вот нащупываем. Вообще стилистика якутского кино, свой почерк, он же только вырисовывается, и мы должны работать над тем, чтобы он был еще ярче. Именно этим мы должны завоевать сердца людей, которые, ну, и нашей страны, и всего мира. Да? Если мы превратимся именно в такое кино общего значения, да, без своей изюминки, то, в принципе, знаете, это ничем не будет отличаться от мирового кино. А вот иметь свой почерк — это очень ценно. Поэтому мы будем очень стараться не утратить. Вот это равновесие сохранить, Естественно, да, найти равновесие. этот баланс. Но и тем не менее, чтобы это было не слишком авторским, да, которые могут смотреть только те люди, которые Разбираются, просвещены, ценят. разбираются там и так далее. Все-таки мы должны найти путь к сердцам людей общей массы. Поэтому вот этот баланс — это очень такой важный момент и самый, наверное, сложный. Потому что в первую очередь все-таки, как ни крути, от самого продукта зависит больше. То есть, если даже мы будем влаживать в рекламу миллиардами долларов, но будем рекламировать не очень кино, то вряд ли мы найдем своего зрителя. Давно мы, Алексей, с вами не встречались и про кино не разговаривали. Давайте ближе к фестивалю все-таки. Фестиваль — это прежде всего красная дорожка. Ну вот как у зрителей ассоциации такие, да? Да. Вот. Я слышала, что она, возможно, будет вообще другого цвета. Правда ли это? Вы знаете, это прозвучала такая идея вот, от Якутского художественного училища, да? Кирилла Петровича. Вот. И мне эта идея очень, слушайте, очень понравилась. В этом что-то есть. Вы пока не знаете, о чем мы говорим, но я сейчас расскажу, о чем мы. То есть прозвучала такая идея, то, что почему у нас красная дорожка должна быть красной? Почему она должна быть обязательно красной? Вообще откуда это? Вот. И была предложена идея, а почему бы ей не стать белой? Потому что у нас снег, да, и тем более. Почему мне понравилось? Потому что главный это приз, символ нашего фестиваля — это снежные очки. И снежные очки, которые использовались в быту, на самом деле, да, у северных наших народов, защитные от слепоты вот этой вот снежной. Вот. И чтобы у нас дорожка была белая, снежная, слушайте, ну, концептуально это вообще лежит. Поэтому мы над этим сейчас думаем. И, скорее всего, вправду у нас будет белая дорожка, а не красная. Белая дорожка, снежная. Вот. Но это... У всех сразу мысль, она будет пачкаться. Я даже забыла напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно позвонить в студию по номеру 841 12 42 14 39, или можно отправить нам сообщение в Телеграм текстом на номер 8 914 235 0502. Ну, у всех, наверное, сразу вопрос, так она же пачкаться будет. А вдруг дождь? Мы все это придумали, мы все это обдумали. Мы сделаем так, что она не будет пачкаться. Ну, в общем, будет ли дорожка белая, это все увидят возле Саха-театра. Возле Саха-театра 4 мы готовим... июля с 16 до 18 часов. Нет, с 17:00 до 18:00. В течение часа у нас будет белая дорожка. Вот мы зовем всех туда, потому что там будут представлены все кинематографисты нашей республики, ну и наши уважаемые гости. А сколько, кстати, будет гостей? Из каких Гостей будет около 20. Вот. Ну и, естественно, все наши кинематографисты в целом. Вот. А гости это вот, которые с конкурсными фильмами, они сами же и приезжают. Да, и с конкурсными фильмами, и члены нашего жюри, и эксперты, которые будут как раз на образовательной и деловой программе. Вот. Образовательная программа будет в квартале труда, верно? Образовательная программа у нас будет в 2 площадках. Нет, образовательная полностью будет в квартале труда. Да, я с деловой перепутал. Вот. В квартале труда это наш очень хороший друг, партнер нашего фестиваля. Но и там могут принять участие все желающие. Абсолютно все желающие. Она будет идти
3 дня, 4, 5, 6 будет идти образовательная программа. Все желающие. То есть всех регистрируйтесь приглашаем. спокойно. Регистрируемся и проходим, слушаем, интересуемся и задаем вопросы. Где можно посмотреть вообще программу фестиваля сейчас? Она опубликована Слушайте, где-то? она сейчас опубликуется, полностью программа фестиваля. Вы можете, мы скоро все это выложим, ну скоро, уже с завтрашнего дня уже будет возможность смотреть и на нашем сайте Сахафильма, и на отдельном сайте Кинофестиваля. кинофестиваля, да. То есть завтра все появится. А деловая программа, что она себя представляет? Деловая программа у нас поделена на 2 части. То есть первая часть деловой программы, она будет касаться именно внутренней республиканской нашей работы. Так и будет называться, ну пока рабочее название, это «Пути развития якутского кино», именно якутского. Вот что мы должны сделать для того, чтобы оно развивалось дальше. Вот, и этот вопрос как раз-таки, да, больше будет касаться нас самих. Да, вот, что мы должны сделать. Но при этом при участии привлеченных экспертов, при участии привлеченных экспертов, но акцент будет сделан все-таки на продвижение якутского кино вообще в целом, и что должны сделать мы сами. Да? Чтобы вот. выйти за Да, рамки. какую программу мы должны принять, стратегическое направление, дорожная карта, что мы должны принять для того, чтобы все это случилось и чтобы все это работало. Вот. Вторая же часть деловой программы, вот она как раз-таки полностью будет нацелена на наших гостей. Мы вторую часть хотим сделать очень интересно. Хотим обеспечить доступ вообще абсолютно всех. То есть это будет уникальная возможность участвовать на деловой программе всем. Это будет онлайн деловая программа. Это будет происходить медиахолдинг, пресс-центр. Сахамедиа. Сахамедиа, да, в пресс-центре. И это будет онлайн. То есть каждый может подключиться, смотреть, послушать, как мы будем обсуждать вообще вопросы развития. Обсуждать мы будем про региональное кино, именно роль регионального кино в развитии отечественного кинематографа. Насколько важны регионы сейчас именно в данных условиях, и в политических, и так далее, чтобы развивать отечественное кино. Потому что кино у нас сегодня в основном-то снимается где? В Москве и в Санкт-Петербурге. Это как бы являются центрами кино. Для того, чтобы наполнить вообще весь прокат российский, да, все мы знаем, что и Голливуд ушел там и так далее, а для того, чтобы заполнить этот пробел, должны подключаться регионы. И будем говорить вокруг этой темы, что же можно сделать, как это усилить и вообще про роль регионов. Кстати, в этом вопросе наш регион является абсолютным лидером вообще среди всех регионов России именно в плане кинематографии. Но сейчас мы видим очень резкую такую активность и других регионов. Да? Вот что касается Дальнего Востока, тут, по-моему, мы вообще молодцы. То есть и Бурятия, и наша республика, и Приморский край очень активно начинают вливаться в мир кино, и благодаря тому, что Министерство вообще Дальнего Востока по развитию Дальнего Востока и КРДВ, Корпорация развития Дальнего Востока, очень хорошо начинает, знаете, вот, как бы поддерживать креативную индустрию. Ну, и вот и форум очень активно, да. И этот индустрии. форум недавно у нас прошел, такой же форум был и в Бурятии. Кстати, такие же такого характера форумы в других таких частях нашей России проводятся, но не так, чтобы был такой, знаете, бэкграунд, чтобы был такие результаты, да, то есть эти форумы, которые проводятся у нас на Дальнем Востоке, вот их отличие, мне кажется, именно в том, что это не просто встретились, поговорили и разошлись, а реально есть какая-то резолюция, есть предложения именно и в Министерстве по развитию Дальнего Востока, есть конкретные предложения и нашему правительству. То есть это уже какие-то взаимодействия, благодаря чему есть какие-то определенные толчки будущего развития кино. Вот сейчас мы и с Бурятией подписали соглашение. Потом они объявляли что будет отдельный вообще конкурс совместно с Фондом кино России, конкурс на производство кино, который будет касаться исключительно Дальнего Востока. И это же очень хорошо. Это вообще такие телодвижения, такие проекты, которые будут помогать, и они как-то мотивируют нас, региональщиков-то,
заниматься этим как-то, знаешь, это какой-то надежда какая-то появляется. Но в течение форума вот этого креативных индустрий мы же говорим, ну, в целом об отрасли, а у нас ведь снимаются и анимация, и Ой, сериалы. конечно. Да. Ну вот я почему Ну, я говорю, ради, что, естественно, про кино. потому что, ну, понятно, но дело в том, что это же все равно ну, немножко похоже. Естественно. Вот, и, ну, понятно, что вот НВК «Сахама» сейчас выпустили первую анимационную полнометражную ленту, Слушайте, да? вы вообще молодцы. Я, пользуясь случаем, И вообще хочу выразить огромную вам сериалы. благодарность за канал Токо, за то, что вы дублируете эти мультики, да, за то, что вы сами делаете мультики. У вас, мне кажется, это вы являетесь сейчас на данный момент каким-то таким маяком для анимации, который вот поддерживает именно это направление. И я очень хочу подключиться к этому. Вот, сейчас мы тоже активно работаем И над вот тем, я- чтобы развивать анимацию. Да, и я к тому, что, может быть, включите уже сериалы и анимацию в программу фестиваля, когда-нибудь, ну, не 8-го, а Ну, когда-нибудь там. Слушайте, а мы думали над этим. Мы даже очень хотели включить это в этот фестиваль, 8-й. Но, как оказалось, это не так просто. Все-таки к этому надо подойти основательно. То есть это нужны определенные изменения в положении. Это нужно, чтобы отборщик отдельный был для сериалов. То есть к этому нужно подходить заранее, да, поэтому не исключено, что в следующем году, ну, возможно, даже не в следующем, а в следующем фестивале, который мы будем проводить, сейчас расскажу почему, мы включим сериалы, потому что Вот очень хотелось. это направление же у нас развивается. Вот вы снимаете, ребята с моста начинают активно снимать тоже сериалы, поэтому это уже имеет право полностью быть. Ну, и наши сериалы ТЭФИ И получают. мы хотим еще и анимацию включить, потому что и анимация у нас сейчас активно начинает развиваться. Вот, уже 3 года, по-моему, да, это направление как-то вот это вот активно идет вперед. И мы сейчас, как Сахафильм, тоже подключаемся к этому направлению, потому что анимация это тоже очень интересно. Это очень интересно. Знаешь, в анимации это тот инструмент, там очень много нюансов. Я поизучал этот рынок, вообще поизучал, что такое анимация, ходил на лекции, слушал умных людей. И в отличие от кино, там есть и большая разница. Хотя они очень похожи, но есть огромная разница между анимацией и фильмами. Поэтому это очень интересное направление. Это воспитание будущего своего зрителя. Это продукт, который живет, который не умирает после проката. Да? Это продукт, который живет десятилетиями, если правильно все сделать. Это продукт, у которого есть мерч. Там очень много всего разного, да, и поэтому это очень интересно, и мы сейчас к этому тоже активно хотим подключиться. Вот сейчас на сегодняшний момент вот уже с 2 компаниями мы начинаем работу. Есть очень интересная идея превратить в аниме наш художественный фильм режиссером, который является Любовь Борисова «Надо мной солнце не садится». Это очень интересное кино. Да, И мне показалось, что именно это кино может превратиться в анимацию, да, то есть в аниме. И именно волшебство анимации – это то, что там нет национальности. Да? То есть анимационный фильм может говорить на любом языке, он может восприниматься любой страной. Да? То есть это очень интересное направление. Вот. Поэтому думаем, есть идея такая. Вот. Помимо этого, с компанией Петрахики сейчас вот активно разрабатываем еще одну тему. Анимационный фильм по мотивам Олонхо, да, тоже вот сейчас пишем сценарий, разрабатываем проект Вот для это будущего вообще участия. давно пора было Да. бы сделать такую дорогую, качественную, красивую такую анимацию по Алан-Хо. Это же вообще бомба будет. И наши ребята очень сильно продвинулись в освоении искусственного интеллекта. У них уже есть какие-то свои программы, которые работают с искусственным интеллектом. Это авторские программы, да, которые мы должны будем использовать именно в производстве этого анимационного фильма. Очень интересный проект. Мы готовим его для дальнейшего участия на конкурсах, грантах нашей страны. Вот.
Про фестиваль опять. Значит, Да, я все а то я всё время- возвращаю тебя к фестивалю. Значит, получается, что в онлайн-деловой программе могут принять Да, участие все да. желающие, в образовательной программе могут принять участие все желающие. Абсолютно. На показы как попасть? Слушайте, кстати, показы у нас будут по 3 кинотеатрам, и они абсолютно бесплатные. Бесплатные. Абсолютно свободно. Абсолютно свободный вход. Но единственное, Это- заранее надо будет забронировать места и проходить. То есть и отдельная программа, и конкурсная, Все абсолютно бесплатно. абсолютно все бесплатно. Абсолютно все бесплатно, да. Это социальный проект. Ну, то есть это фестиваль, он несет в себе вообще идею не зарабатывания денег, а фестиваль несет в себе идею именно развития киноиндустрии. Это мы должны устроить праздник не только для кинематографистов, но и для всех жителей нашего города Якутска. И, то есть все вот эти вот конкурсные фильмы, которые Да, и из этих спецпрограммы, и стран, которые... конкурсы. Да, да. А спецпрограмма будет какая? Спецпрограмма, это очень интересно. Там будут и документальные фильмы. Мы собираемся там показать документальный фильм про Ческырой, так и называется. Это наша уникальная певица. Многие ее любят, знают. Да. Вот. В спецпрограмме у нас будет белорусское кино. Мы вообще собираемся сделать дни белорусского кино. Мы очень тесно начинаем работать с белорусским кино вообще в целом, да? Недавно у них устраивали дни якутского кино. В прошлом году, по-моему, это было, если мне не изменяет память. А вот в этом году в рамках этого фестиваля мы проводим Дни белорусского кино. Это тоже очень интересно. Помимо этого будут и другие художественные фильмы, и авторские. Будет очень интересно. Мы все это обязательно выложим. Не только на сайте, а еще и будем это распространять по социальным сетям, программу нашего кинофестиваля. Так что программа ожидает очень насыщенная и очень интересная. Ну, то есть вполне такое демократичное событие. Единственное, куда, наверное, вход будет только пригласительным, это церемония... Это церемония открытия и открытия. закрытия. Да. Туда вход будет только по пригласительному. Но на красную дорожку приглашаем всех. У нас будет грандиозная белая дорожка, то есть у нас будет грандиозная белая дорожка. Мы там собираемся очень все красиво оформить, сделать. 5 часов 4 июля возле Сахатеатра. 5 часов 4 июля, площадь Орджоникидзе, рядом с Платоном Баюнским. А какой вообще вот эффект, какой эффект вы ожидаете вот после фестиваля? Слушайте, вы знаете, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Во-первых, что касается деловой программы, мы ожидаем того, что мы поднимем, вот сейчас я этого не хочу озвучивать, но мы, возможно, поднимем именно тот вопрос, очень острый, который поспособствует и убыстрит вообще развитие нашей киноиндустрии, что касается деловой программы. Что же касается самого вообще показа фильмов там и так далее, то, что у нас в регионе есть международный кинофестиваль, который входит в реестр кинофестивалей Российской Федерации, международных кинофестивалей, это еще раз доказывает и говорит о том, что наша республика очень уделяет огромное внимание киноиндустрии. И то, что это является одним из важнейших направлений креативной экономики. То, что мы делаем на эту ставку. И не только мы. Наш глава, наше правительство делает на эту ставку. И это еще раз повод заявить о себе, повод рассказать всей стране, потому что мы собираемся очень плотно работать и с федеральным СМИ. Да? Это очень важно. Послевкусие, да, то есть заявить не о том, что вот собираемся сделать, а заявить всей стране о том, что сделали, то, что здесь прошло такое мероприятие. Вот, это очень важно для того, чтобы в будущем работать и с продюсерами, и с правительством нашей страны именно для развития нашей киноиндустрии. Ну, 8-й раз это на самом деле для кинофестиваля очень маленький, Конечно, очень маленький срок. это молодой фестиваль. Молодой Это фестиваль. молодой фестиваль. И фестивали, они же оцениваются как по степени того, кто хочет в них участвовать, да, Конечно. по престижности. У нас вот есть ли, я не знаю, есть ли кейсы, когда победитель Якутского кинофестиваля потом получил какую-то дальнейшую... За нее что?
Ну, когда победитель Якутского международного кинофестиваля, фильм там, или лауреата, получил, ну вот старт именно на Якутском кинофестивале. На Якутском Кто кинофестивале старт. получил? Слушайте, были такие моменты, да, были. Но, слушайте, тут такая фишка, то, что фестивали же начинаются с начала года. И у нас это всегда посередине. И фильмы, которые участвуют, вот зачастую бывает так, что мы же в последнее время, якутские фильмы очень активно участвуют в международных фестивалях. И поэтому зачастую бывает так, что, конечно, наш фестиваль это не первый их фестиваль. Но в этом году фильм Василия, вот вот это будет как раз в этом году этот фестиваль, он будет первым фестивалем, где будет участвовать это кино. И мы очень надеемся, что как раз-таки от этого фестиваля он окрылится. В общем, будем болеть за него, да? И он полетит дальше. И он полетит дальше. Конечно, результаты фестиваля это еще раз, это соглашение, это знакомство, это будущие планы, будущие копродукции. Мы специально сюда приглашаем гостей наших международных. Есть определенные планы работы с Китаем, да? Есть определенные планы работы с Монголией. Есть определенные планы, и уже работаем с Малайзией. Степан Бурнашов уже снял там кино. Вот, и будем говорить о дальнейших каких-то планах. Поэтому, естественно, это все должно идти в копилочку именно для будущего нашего кино. А еще параллельно с основным конкурсом у нас же только участвует один якутский проект. Мы очень не хотим, чтобы был только один проект. Поэтому мы специально в рамках Якутского международного кинофестиваля, и мы всегда это делаем, всегда это было, то есть идет отдельно онлайн-голосование именно для якутских кинематографистов. То есть мы оцениваем чисто вот якутские фильмы, наши фильмы, региональное наше кино, а оценивают его зрители. Слушайте, это, мне кажется, честная не то чтобы честное, это самые искренние оценки. Знаешь, это когда невозможно... вот зрители же не обманывают. Вот, например, эксперт может оценивать немножко другое, знаешь. Он скажет, а вот тут оператор что-то красиво снял, а вот тут режиссер как-то красиво что-то хотел сказать. А тут аллюзия там какая-то, да? А зритель оценивает ощущения. Эмоции. Он может не понять, как снято, он может где-то не заметить какой-то гениальный режиссерский ход. Но если он всем своим телом ощущает, и ему это нравится, и, возможно, не всегда он может объяснить, почему именно нравится, но если это ему нравится, он обязательно это оценит. И это, знаешь, дороже всех оценок на свете. Спасибо огромное, у нас время подошло к концу уже. Спасибо, это был Алексей Егоров. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.